В начале 30-х годов XIX века в связи с выселением ингушей на равнину через Асинское ущелье появляются ингушские селения в нижнем течении Асы и по берегам Сунжи в пределах современного Сунжского района Ингушетии. Датой наиболее раннего упоминания населенного пункта на месте Орджоникидзевского в документах, известных на сегодняшний день, считается 1825 год. Основателем села является Курили Имоев. В начале 20-х годов XIX века он, переселившись из Лейми на Сунжу, основал селение Кури-Юрт на месте современного сельского поселения Орджоникидзевское. В 1841 году, когда войско имама Шамиля выступило в поход на Назрань, Леймоев переселился к Назрановской крепости. В 1845 году на месте, где раньше находилось селение Кури-Юрт, была основана станица Сунжинская, первое казачье поселение на территории современной Ингушетии. После гибели генерал-майора Слепцова в декабре 1851 года по повелению Николая I станица, где была расположена штаб-квартира Сунжинского казачьего полка, которым командовал Слепцов, переименована в Слепцовскую. В 1939 году станица Слепцовская была переименована в Орджоникидзевскую и спустя 5 лет, наряду с другими населенными пунктами, была включена в состав Ставропольского края, а потом стала частью вновь созданной Гродненской области. В 1957 году станица Орджоникидзевская вновь включена в ее состав. Помню, когда я приехал в 1963 году, через 2 месяца я устроился на работу, заведующий торговой базой, вот на железнодорожном, там сейчас остались эти здания. Ну, прямо надо сказать, очень трудно было устроиться на работу. Были вот эти бюрократы, коммунисты, все-таки руководство полностью, главные рычаги были в руках этих чиновников. Но простые казаки, рабочие, колхозники, они, конечно, жили очень тесно, дружно с ингушами, потому что вместе работали на полях, в садах, пахали, сеяли, убирали. Наши люди привыкли работать, они, как говорится, рабочие, в сельскохозяйственных этих полях работали. Вот во многих предприятиях промышленности работали. На сегодняшний день Орджоникидзевская – один из крупнейших населенных пунктов Ингушетии, второй по численности населения после Назрани. На сегодняшний день в сельском поселении Орджоникидзевское проживает 61 787 человек. Общая площадь 11 700 квадратных километров. На территории сельского поселения Орджоникидзевского сегодня начато строительство детского сада на 220 мест. Завершается строительство на 240 мест в районе пруда у нас, по линии Роснефти. Завершено практически на сегодняшний день строительство детского сада на 240 мест. В Орджоникидзевском расположено множество объектов республиканского значения: корпуса Ингушского государственного университета, Исламский институт, Национальная библиотека, колледж искусств, аэропорт и другие важные государственные и коммерческие организации. Вот мы сейчас находимся на территории строительства школы на 704 посадочных мест. Рядом находится вот этот детский сад, по которому мы говорили. Это на 240 мест. Уже завершено строительство, до конца этого года будет полностью запущено. За детским садом у нас начато строительство по переселению из аварийного ветхого жилья 4 дома. Тут рядом, тоже напротив, скорая помощь на 30 тысяч вызовов в год. Тоже завершается строительство на сегодняшний день. Тут непосредственно в близости отведен земельный участок по строительству ровода. И так, как вы видите, вот на сегодняшний день все эти работы ведутся. Самая молодая в России национальная библиотека республики также расположена в Орджоникидзевском. Она работает в здании общей площадью более 700 квадратных метров. Из-за нехватки пространства используется каждый уголок. Создание и становление главной библиотеки Ингушетии – это уникальный опыт в практике российских библиотек. Она начала работать в 1995 году, тогда как закон о библиотечном деле и обязательном бесплатном экземпляре был принят лишь 2 года спустя. Чтобы книжные фонды стали более доступными, создается электронная библиотека.
Один из стратегически важных объектов, как республики, так и страны в целом, расположился на окраине сельского поселения Орджоникидзевское. Аэропорт Магаз имени первого героя России генерала Асканова был создан на базе Армавирского военного летного училища в 1992 году. Автовокзал построен со всеми необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, миграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России. В перспективе существует возможность создания на базе аэропорта Магаз крупного авиатранспортного узла, способного конкурировать в сфере обеспечения международных транзитных пассажирских и грузовых потоков. По словам министра транспорта России Максима Соколова, сегодня аэропорт Ингушетии – один из самых молодых и красивых аэропортов страны. Несмотря на то, что аэропорт Магаз не первый год успешно выполняет рейсы в Саудовскую Аравию, новый статус предоставит возможность осуществлять международные рейсы постоянно. В Ингушетии проживают представители различных национальностей и конфессий. Большая часть сосредоточена в Сунжском районе. Антонина Хасиева, руководитель русской диаспоры, рассказала нам об устоявшемся взаимном уважении между представителями различных национальностей, проживающими в Орджоникидзевском, и о проделываемой ими общественной работе. В 2012 году на базе Министерства по межнациональным отношениям были организованы 12 диаспор. А в 2011 году все они слились в единую общественную организацию. Это Ассамблея народов Ингушетии, председателем которой является Барахоева Мадина. В этой ассамблее я возглавляю русскую диаспору. Мы принимаем активное участие практически во всех значимых мероприятиях, проводимых у нас в республике. Это мы участвуем в круглых столах, форумах, где нужно, там представляем на больших праздниках, мы выставляем национальную кухню, русские песни. У нас на базе министерства большой казачий хор, мы его привлекаем. В этом году у нас, благодаря Юнусбеку Бамадгиреевичу Евкурову, главе республики, была организована поездка православных христиан в Москву на поклон креста Андрея Первозданного. Вот здесь у нас на площади в этом году широко, ярко, красочно проходило празднование Пасхи. И вот такие мероприятия говорят о том, что наша республика межконфессиональная, что в нашей республике царит мир, дружба, согласие между всеми народами. Анна Ивановна Анисимова, всю жизнь прожившая в этом селе и построившая прекрасные отношения с односельчанами, рассказывает, что ее жизнь основывается на активной трудовой деятельности. Она давно уже преодолела 70-летний рубеж, но до сих пор хлопочет по хозяйству, возится в огороде. Кузя, давай копать. Вот будем сажать чеснок с тобой, Кузя. Вот. Видишь как? О, начала. Вот. А вот теперь копаю. Вот. Ой. Урожай каким у вас был? Урожай? Ничего, хороший. Поливаем. Что вы сажали? В этом году картошку, помидоры сажали, чеснок, лук. Даже сегодня последний повыдернула, зеленый. Взяла, пожарила с яичками, покушала. Собираюсь же идти больную вот проведывать. В последнее время часто поднимается вопрос о придании сельскому поселению статуса города. По мнению главы администрации Мовсара Албакова, это будет способствовать благоустройству и социально-экономическому развитию вверенной ему территории. Было дано поручение главой республики представить предложение о придании статуса города сельскому поселению Орджоникидзевское. Совместно с депутатами райсовета, сельского совета были представлены предложения. На сегодняшний день есть такая возможность сделать из Орджоникидзевска город, потому что численность населения, составляющая 61 тысяча, дает полное право. На территории сельского поселения Орджоникидзевское находятся все социальные объекты, значимые для придания статуса города. Есть у нас Сунжская районная больница, Сунжский районный суд. Практически все, что
на сегодняшний день для города, для придания статуса города необходимое на территории есть у нас. В 2013 году сельское поселение Орджоникидзевское отметило свой день рождения. Местными творческими коллективами был организован большой праздник, вызвавший у сельчан массу положительных эмоций. И мы в этом году отмечаем 168 лет со дня образования сельского поселения Орджоникидзевское. Я хочу поздравить наше село с днем рождения, пожелать ей процветания, благополучия, а всем жителям мира, добра и любви. Всплывают в памяти разные наименования, исторические события, связанные с жизнью села, которое, возможно, скоро станет городом.